Добрый день, в эфире телеканала НТС Новости, в студии Елена Яковлева. Адамкула Джунусова экстрадировали в Кыргызстан. Бывшего главу Государственной таможенной службы доставили из Баку, где он был ранее задержан по прибытии в аэропорт из США. Об этом сообщила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями. Сотрудники этого ведомства и сопровождали Джунусова во время перелета в Бишкек. Финполиции сообщают, что в течение всего этого месяца они вместе с Генпрокуратурой и Интерполом проводили мероприятия по экстрадиции указанного гражданина на территорию республики через соответствующие каналы в рамках международных договоров. Напомним, Адамкул Джунусов находился в розыске с августа этого года. Тогда ему было представлено обвинение в коррупции. Следствием было установлено, что в то время, когда он занимал должность председателя таможни, он организовал устойчивую коррупционную схему с другими госорганами и некой частной компанией. Последняя при его содействии незаконно получила некоторые разрешения. Они позволили ей пользоваться таможенными преференциями по платежам. Ущерб государству составил 166 миллионов сомов. Вниманию водителей! В Бишкеке появился первый комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД. Его установили на пересечении улиц Абдрахманова и Бакамбаева в Бишкеке. Две камеры уже следят за движением транспорта, однако работают они пока в тестовом режиме. При реализации первой фазы оборудование в рамках проекта «Безопасный город», как сообщается, уже поступило. В рамках нее планируется оснастить комплексами 10 перекрестков в городе, 17 скоростных рубежей, поставить 10 переносных комплексов. В общей сложности планируется получить 90 камер двух типов. 52 из них будут фиксировать превышение скорости, остальные – пересечение двойной сплошной, выезд за стоп-линию или проезд на красный свет светофора. На Бишкек предусмотрено 42 камеры разного предназначения. Еще 48 камер установят на трассах Бишкек-Челдовар, Бишкек-Балыкчи, Бишкек-Аэропорт Манас и Бишкек-КПП Акджол. Большинство камер, которые установят на трассах, будут фиксировать превышение скорости. I lost my wallet. С такой бедой обратился к сотрудникам туристической милиции один из заместителей главы МВД. Работники нового подразделения, можно сказать, экзамен сдали. Девушка в милицейской форме выясняла у потерпевшего все обстоятельства потери, естественно, на английском языке, после чего приступила к следственным действиям. Презентация нового подразделения туристической милиции прошла сегодня на Старой площади столицы во время грандиозного развода. 60 человек, половина из которых мужчины, а другая женщины, демонстрировали навыки владения иностранными языками и милицейскую выправку. Вопросы руководства министерства задавало не только на английском. Объясняться новым сотрудникам с импровизированными туристами пришлось и на турецком. В целом, данное мероприятие организовали с целью предупредить граждан о готовности милиции и обеспечивать их безопасность во время новогодних праздников. Уже с воскресенья по 7 января весь личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный режим несения службы. О присвоении крупной суммы денег работниками Кыргызского национального университета сообщает Генеральная прокуратура. Средства, по данным надзорного ведомства, были собраны со студентов на изготовление дипломов. Изначально деньги собирали по факультетам, а после их передавали заведующие отделом по подготовке и выпуску документов. Отмечается, что с 2016 по текущий 2018 годы всего в КНУ насчитывалось 5785 выпускников с 22 факультетов. В общей сложности с них собрали 2 миллиона 300 тысяч сомов. Однако фирмам для изготовления дипломов из этих средств указанная сотрудница заплатила лишь 875 тысяч. Остальные деньги в сумме 1 424 000, как заявляет Генпрокуратура, заведующая вместе с другими лицами присвоила. Вернуть Министерство обороны и энергетики и упразднить Минсельхоз и Фонд госимущества. Эксперты начали озвучивать свои предложения по изменению структуры правительства. Напомню, вчера в парламенте депутаты заявили, что, по слухам, после Нового года Кабмин намерен реформировать себя. По мнению экспертов, в первую очередь правительству нужно провести ревизию уже существующих полномочий министерств. Если функции, которые уже возложены на ведомство, будут исполняться в полной мере, то появление новых органов, возможно, не потребуется. Подробности в нашем следующем сюжете. Какие изменения ожидаются в правительстве в будущем году? Среди политологов и экспертов начали делать прогнозы по будущему составу правительства. Накануне депутаты уже озвучили свои рекомендации. Среди прочего, Кабмину советуют создать Министерство водных ресурсов и орган по защите детей. Идею водного ведомства поддерживают и некоторые эксперты. Стране необходима структура, которая будет контролировать одно из главных природных богатств Кыргызстана. Это надо горнодобывающая промышленность, водное хозяйство. Ну, никуда мы не денемся от сельского хозяйства. Просто их статус надо поднимать. Соответствующая программа должна быть разработана правительством, приоритетные направления. А то туризм все говорят, а туризм, говорят, 5 миллионов в этом году человек поступило.
приехали. Ну а где их деньги тогда? Понимаете, лишь бы вот так говорить, а результата же нету. Однако не все эксперты согласны с этими направлениями. По мнению ряда аналитиков, Министерство водных ресурсов станет лишь очередным коррупционным органом. А Министерство сельского хозяйства и вовсе показало свою неэффективность. Гораздо важнее, по мнению аналитиков, обратить внимание на направления, приносящие доход экономике. В нынешней экономической ситуации вообще бесполезным у нас является Министерство сельского хозяйства. Абсолютно. Мы туда миллиарды денег вкладываем, а результат нулевой. Картошку продать не можем, мясо продать не можем. Также у нас большая проблема с перерабатывающей промышленностью. Все говорят, все правительства, которые до этого были, говорили, надо развивать сельхозпереработку, поднимать промышленность, создавать предприятия, рабочие места, поднимать экономику. Но почему-то у нас в правительстве нету координирующего органа, озабоченного этой проблемой. Нынешнему правительству, прежде чем проводить реструктуризацию, нужно проанализировать работу уже существующих ведомств. По мнению бывшего премьер-министра Амангельды Муралиева, главная беда сегодняшних министерств в том, что функции, которые они себе набрали, аппараты этих ведомств просто не могут потянуть. Это или из-за низкой квалификации, или из-за чрезмерного желания показаться значимым органом. Поэтому правительство должно в первую очередь избавиться от неэффективных менеджеров в своей команде. На мой взгляд, нужно было бы сейчас посмотреть, действительно разобраться, какие министерства не выполняют свои функции и задачи. Обычно практика подсказывает, когда пишутся положения о министерствах, их полномочия, ответственность, министерство набирает на себя побольше функций. И тем самым они хотят быть значимыми. Но это все только на бумаге. А на деле, когда рассмотреть работу министерств, то тогда они половины тех полномочий и функций они не выполняют. Я бы на месте правительства провел бы ревизию, что и в каком состоянии находится министерство. Вот. Мне кажется, это очень важный вопрос. Второе. Министерство – это аппараты прежде всего, это не министры. Министры должны быть компетентными, понимающими, стратегически мыслящими. А аппараты должны нести основную роль. Это именно вот те часовые механизмы, которые должны работать. В самом кабинете министров пока официально не объявляли о том, что будут менять свою структуру. Не исключено, что правительство не станет создавать новые органы, а просто перераспределит полномочия. Эксперты уверены, сегодняшний штат госаппарата и так чрезмерно раздут. Поэтому появление новых органов стране сегодня ни к чему. Игорь Потанин, Нурбек Капаров, НТС. Казахское топливо может начать поступать в Кыргызстан уже в феврале. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бузумбаев. Он отметил, что стороны планируют подписать взаимное соглашение об экспорте ГСМ уже в середине января. При этом, добавил Бузумбаев, дизельное топливо экспортировать в Казахстан пока не намерен. Для этого, объяснил чиновник, необходимо сначала укрепить границы и вычислить реальное потребление топлива в самом Казахстане. В новом году на свободу могут выйти 470 осужденных. Это связано с тем, что в республике вступают в силу 5 новых кодексов и 2 закона. Это Уголовный кодекс, Кодекс о проступках, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс о нарушениях, а также законы о пробации и основах амнистии. Глава Госслужбы исполнения наказаний Таалабек Джапаров еще раз напомнил, что новые варианты нормативно-правовых актов нацелены на гуманизацию уголовного законодательства. Многие сроки будут сокращены. Начинает работать служба пробации. Причем отмечается, что ее сотрудники приступать к работе с клиентами будут не после их освобождения, а с момента их поступления в колонию. Психологи и соцработники после изучения дела осужденного смогут предлагать меры для его исправления вне закрытого учреждения, обращаться в суды. Это позволит снизить количество тюремного населения. Осужденные за не особо опасные преступления не будут содержаться в колониях. Специалисты будут работать на то, чтобы вновь интегрировать их в общество. Бессрочный вид на жительство для иностранцев собираются ввести в Российской Федерации. Изменения намечены на сентябрь следующего года. Как отметили авторы инициативы, со стороны не граждан, но проживающих постоянно на территории России поступало много обращений. Они жаловались на то, что многим в силу разных обстоятельств не удавалось вовремя продлить вид на жительство, и их, уже проживших в России около 5 лет, снова отбрасывало в категорию только что прибывших иностранцев.
Ну а в Турции для иностранных туристов вводят налог на безопасность. Оплата должна начаться с 1 января нового года и составит 1,5 евро. Взимать ее будут с туристов по прилету в аэропорту. Предлагалось, что размер налога будет на уровне 3 евро с человека. Из-за того, что многие путевки на предстоящий год продаются уже давно, и желающие отдохнуть на турецких курортах покупали их по разным установленным ценам, с вступлением в силу этого положения по 3 евро за клиента пришлось бы заплатить самим турфирмам. Это вызвало недовольство со стороны туроператоров. Позже ставку налога понизили до 1,5 евро. И в будущем она будет включена в стоимость авиабилета. И пока у нас на этом все. Смотрите наши следующие выпуски новостей. Ну а я с вами прощаюсь. До свидания.